В этом противостоянии Турция вряд ли выиграет. Посудите сами. Российские рынки в буквальном смысле завалены турецкими товарами. Теперь они попали под эмбарго. Что же касается нашего региона, то здесь ответ найдется на каждый волнующий чеченских предпринимателей вопрос. Любой бизнес способен быстро переориентироваться, и в этом плане намного привлекательнее выглядит иранский рынок. По качеству производимых товаров иранские компании не уступают турецким, тем более его доставка в регион обходится намного дешевле, что, безусловно, отразится на конечной цене. Она будет намного ниже. Немало предпринимателей, тысячи людей, которые работали с Турецкой Республикой. Это в основном и продукты сельского хозяйства, и продукты питания, там кондитерские изделия, и одежды, товары народного потребления, там и бытовая химия и прочие. И они просто элементарно переориентируются на рынки, допустим, ближайший нам, к примеру, Иран. Там вообще проблем очень мало. Почему? Потому что товары доставляются с Ирана морем на Махачкалу или на Астрахань. Горящие туры в Турцию теперь уж точно сгорят. Туристические компании страны по совету Ростуризма отказались продавать своим гражданам путевки. А это без малого несколько миллиардов долларов в год. Именно такую сумму оставляли на солнечных побережьях Стамбула, Анталии и многих других городов российские туристы. Спрос на отдых в Турции в последнее время рос и в нашем регионе. Все больше семей предпочитали эту страну Египту, Объединенным Арабским Эмиратам и Греции. Но, похоже, теперь средиземноморские побережья туристы из Чечни сменят на побережье Красного и Аравийского морей. Закрытие Египта и Турции, вылеты в этом направлении полностью прекратились. Сминоводы есть вылеты в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. С Ростова есть Доминикана, есть Паттайя, Пхукет, Индия. Ситуацию со сбитым российским Су-24 прокомментировал и глава Чечни. Рамзан Кадыров осудил действия турецкой ВВС, назвав их поступок подлым, и добавил, что Турция будет сожалеть о содеянном. Чем не повод для бурного обсуждения в интернете? Кнопочным героям дай лишь повод, а провокации польются рекой. Разговоры о том, что Рамзан Кадыров пошел против мусульман, особенно нелепы, мало того, что безосновательны. По словам главы Чечни, турецкому народу и их заступникам стоило бы в таком случае остановить Эрдогана, который выступил на защиту карикатурщиков французского журнала Шарли Эбдо. Причем тут Гаски? Причем тут Дон, еврей? Это наше государство. Нохчик, ому, харжем бин, вы почак мой вар. Вы почак мой, да эл. Да вы почак лыци дори вы. Бусал чуа керш чуа масар. Турча бу керш наш бу бусал наш бу южукти бу. Церковь шумо сумаю Дон. Сирияю, кеч саксай мусу эмиратскаю. Шуко почак ча мусу метамой дас. А вы Дон, тахан Aramzad ilerliyor eller. Turkiya bu zoldan zabardaş bu Turkiya premier minister francuski meetingi var ançena noç tamili onso dual meeting vayne don Fransina ser jurnalna ser hudin don serden wawana don ser satıldık niz bayan bat üştiririk bu al ser Turkiya premier minister ser prezident وقت جميع على Turkiya nadı وشاورق وقو زمي زودا بير أرا دادانا ونعط قيق واش دان ويتان دعال دو وموجود ذات أبو أردو جميع شاير تورسي دان تورسي كنا رود مشاير ذات دان هين شو دان إيستن الباتريوتش خل بوسو بناخل دان وهبا وخوارج وغبيش برات مسلم مانش سلفيش صعبه خدونا الموسم توان باخ يجيب تعمل شعبان ليبيا حابك توان دان Irak, Suriye, Mosul met het eens is boek. Snel dat is boek. Turkije, Saudi Arabië, وجا شعب snel dat is boek dat dan. Hij had u lees dan weet en daar aan bij boek gezien. Zij zreeuw zo zij nach boy. Away zijn daar aan bij حدا kan. Is die ons die wat ik hoorde. Oran doens bij dan Rusland, Horfabegi, Oran doe bij wel dawala zijn daar aan bij boek. Многие страны воспринимают Турцию как страну, с которой лучше не договариваться. Такую репутацию она заработала благодаря обещаниям, которые не сдерживала, причем с давних времен. В истории России и Турции было много войн и конфликтов. В данном случае Стамбулу лучше бы обратиться к истории. Очень печальную роль сыграла Турция во время переселения чеченцев на их территории. Многие из них вместо обещанной помощи со стороны турецких мусульман подвергались гонению и заселялись на приграничных территориях, на тех местах, которые на тот момент были еще спорными. Османская империя позиционировала себя как бы властелином всех мусульман. Вот. Большие амбиции, грандиозные амбиции, но тем не менее под видимым
скажем, покровительством мусульман делались многие вещи, которые не были в пользу мусульман. Даже если взять иммиграцию чеченцев на Ближний Восток под мнимым хорошим отношением к чеченскому народу, Турция пыталась так или иначе использовать чеченцев в своих целях. Рамзан Ахмадович, он не то что дальновидный, он видит ситуацию, какая она развивается и как будет развиваться. И, естественно, опираясь на исторические факты, он говорит то, что есть, реальные вещи. В указе президента страны Владимира Путина также говорится о приостановке безвизового режима с Турцией с 1 января 2016 года. Запрещен наем работников из числа турецких граждан. Под эмбарго могут попасть и крупные строительные фирмы, которые вложили десятки миллиардов долларов по всей стране. Под угрозой срыва и турецкий поток – это крупный газовый проект, который предполагает транспортировку российского газа в Европу. Турция в данном случае могла бы иметь скидки на голубое топливо и еще сильнее укрепить политические и экономические отношения с Россией. Также под сомнением и строительство атомной электростанции в городе Мерсин на юге Турции. В этот проект вложили 20 миллиардов долларов. В общем, для турецкого бизнеса в России наступили сложные времена, и вряд ли этот вопрос решится в скором времени. Ислам Магомадов, Руслан Яхяев и Ибрагим Налаев. Новости 7.